Здравствуйте, меня зовут Карамзин Асен. Я ученик 9-1 класса Маянского лицея имени Ивана Гавриловича Тимофеева. Хочу представить вам свою работу. Амбросьев Александр Анатольевич, участник боевых действий Чеченской войны. Цель моей работы – изучить судьбу Амбросьева Александра Анатольевича, участника боевых действий Чеченской войны. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить информацию о Чеченской войне, проанализировать собранный материал письма, статьи, документы, воспоминания родных, учителей и друзей об Амбросьеве Александре Анатольевиче. Третье – обобщить информацию. Актуальность проблемы. События недавнего прошлого еще мало изучены историками, недостаточно широко освещены в исторической и художественной литературе. Объект исследования – жизнь Амбросьева Александра Анатольевича. Практическая значимость исследования. Результаты работы могут быть использованы на классных часах и уроках памяти. Материалы должны занять достойное место в школьном музее и применяться в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. В ходе исследования изучены следующие материалы: исторические материалы о событиях Чеченской войны, фотографии и письма из архива семьи Амбросьева Александра Анатольевича, воспоминания Амбросьева Александра Анатольевича. Амбросьев Александр Анатольевич родился 15 августа 1979 года в село Ламтука Мегано-Кангаласского района. В 1996 году окончил Нижнебестявскую среднюю школу 2-3 ступени и поступил в Якутский сельскохозяйственный техникум-колледж. В 1999 году окончил по специальности техник-лесник. В 2000 году поступил в Новосибирский военный институт внутренних войск. Будучи курсантом, проходил войсковую практику в закрытом городе Северск Томской области в должности заместителя командира роты. Юридическую практику проходил в центральном районе города Новосибирск. Должность следователя в 2005 году закончил Новосибирский военный институт с отличием и получил первое офицерское звание лейтенант и был отправлен в Северокавказский округ. В округ он приехал в августе 2005 года и был отправлен служить в 732-й отдельный танковый батальон и назначен на должность заместитель командира 2-й танковой роты по работе с личным составом. Отправлен в командировку в Республику Чечня. Рота, в которой служил Александр, был прикомандирован в отдельный саперный батальон 46-й отдельной бригады оперативного назначения, дислоцированный возле аэропорта города Грозный. В ходе командировки участвовала в спецоперациях по прикрытию города Грозный. В 2006 году получил следующее воинское звание старший лейтенант. В конце этого года танковый батальон был расформирован, и поэтому мы вывели свою роту из Чечни. После расформирования он был отправлен служить в 48-й полк оперативного назначения 50-й отдельной бригады, оперативного назначения на должность командира взвода, оперативного назначения на автомобилях. В этом же году в апреле полк был реформирован специальная моторизованная воинская часть, поэтому его перевели служить в 47-й на такую же должность командира взвода оперназначения на БТР. Летом этого же года был отправлен в очередную командировку в Чечню, в батальонную тактическую группу БТГ в Старой Атаге, где так же выполнял боевые задачи по охране БТГ. Проведение колонн, прикрытию инженерного разведывательного дозора ИРД. Командовал маневренной группой, участвовал в перестрелках с боевиками. В конце 2006 года закончилась командировка, и Александр выехал с Чечни обратно в свой полк, где был назначен на должность заместитель командира роты и через сутки ходил в караул, начальником караула по охране войсковой части. Участвовал в войсковых учениях и обучал солдат боевой службе. За боевые
заслуги досрочно получил звание капитан. В 2008 году сам перевелся в 46-й оборон десантированный Урус Мартан. Назначен заместителем командира РОН на автомобилях по боевой подготовке. На своих бронемобилях также сопровождали и колонны. Александр командовал маневренной группой. Солдаты выполняли спецоперации в заслонах. Сам Александр не раз участвовал в перестрелках. Вместе с товарищем они сопровождали и охраняли бронеавтомобили инкассаторов. Также обучал операторов-наводчиков БМП-2 в общебригадных учениях. В 2010 году по окончании контракта Александр уволился в запас и вернулся на родину. Сейчас Александр Анатольевич работает инженером по лесопользованию в Мегано-Кангаласском улусе. Заключение. Благодаря данной исследовательской работе, я думаю, многие молодые люди не останутся равнодушными к военным действиям и войнам, начнут более подробно изучать историю нашей необъятной России, будут знать героев, которые, не жалея собственной жизни, будучи совсем еще мальчишками, стали настоящими защитниками Родины и воинами. Спасибо за внимание.